как прошла твоя последняя ночь в колонии? Ну, я хотя бы выспалась, потому что предыдущую я не спала. Но сегодня уже я знала, что я буду рано утром освобождаться. Меня предупредили. Поэтому где-то с 5, наверное, с 4 я уже ждала, когда меня позовут. И все, выйду на свободу. Как вы самочувствуете? Ну, все хорошо, нормально. Я до этого переболела, но занималась спортом все время, танцевала. Поэтому дышала свежим воздухом, как положено, час в день. Поэтому все нормально. А настроение вообще, что хочется сделать самое первое? Ну, обнять, конечно, всех близких и родных, съесть маминого борща, сырников, вот. Ну и вообще хочется очень поехать в свою деревню и повыращивать цветочки. Я, кстати, тут в колонии попросила себе хотя бы, ну, я на карантине была 3 дня, попросила хоть какую-нибудь там себе работу, ну, хотя бы хоть что-то делать. И мне дали высаживать календулу и васильки. И я высаживала с одного ящика в другой. Получила вообще невероятное удовольствие. Вот, поэтому хочется, конечно, поближе к природе. Скажи, у тебя там желтая нашивка, что она обозначает? Нет, обычно, ну, это просто, что я, Борисевич, содержусь в колонии. На самом деле у меня была на эти 3 дня форма, как говорят, зоновская, но это форма колонии. Достаточно симпатичное розовое платье в цветочке, пиджак. Телогрейку мне даже дали, ну, мало ли там вдруг какие-то похолодания будут, и косыночкам. Ну, и их какие-то там туфельки, поэтому... То есть желтый Еще- цвет не значит, там, что ты, например, там политический, ну, Да нет, это просто, я сама его даже себе нашивала, это просто для обозначения, потому что вчера уже все готовили меня к тому, что я сегодня рано утром выйду, поэтому там уже вещи сдавались. Ну, это такая длительная процедура, она занимает там не полчаса, ну, ничего она не обозначает, кроме того, что я содержусь в колонии. а со скольки ты сегодня уже стала собираться? Ну, с 6 утра подняли, и все, я на выход. И долго не могли найти все твои письма? Сколько их пришло? Писем, ну, я думаю, там штук 700-800, наверное, было. То, что вчера с тобой произошло, ты знаешь, как Я вообще ничего практически не знаю. Я только знаю, что вчера были обыски, все. Ну, то есть адвокат ко мне приезжал около 3 часов, наверное, дня. Я поэтому вообще ничего не знаю, ничего не читала, вообще не знаю, что ты происходит. рассказывала по этапу наручников, это какое-то особое отношение к тебе было в это время? Нет, я не могу сказать, что ко мне было какое-то особое отношение. Сотрудники были подчеркнуто вежливые, корректные. Никакого там особого отношения ко мне я не чувствовала. То есть такое же отношение, как к остальным там, обвиняемым, либо заключенным. Но так как у меня была коричневая карточка, как склонна к экстремизму, то все люди с коричневой карточкой перевозятся таким образом, этапируются. У меня первый был этап из Жодина в Могилев, я ехала в наручниках. И второй этап был из Могилева в Гомель. Я тоже ехала в наручниках. Просто, что со мной вместе были 2 женщины, осужденные за убийство после 39-й статьи. У них сроки были 9-10 лет. Они потом смеялись, что они ехали просто, спокойно, а я, ну вот, как экстремист или склонный к экстремисту, ехала в наручниках. Ну, ничего, я этот этап тоже прошла. Статья, которую ты написала в ноябре, думала ли ты про то, что вот будут такие последствия, что она сделает такой резонанс? Ну, слушайте, никто про это не думал, и я 15 лет работаю журналистом, каждый день пишу материал, и мне кажется, ни одному журналисту в голову там не взбредет, что твоя статья может послужить тем, что ты окажешься в колонии. Нет. Есть у тебя в планах возвращаться на работу и когда? Давайте так, я хочу увидеть лето, весну, родственников, друзей, съездить куда-нибудь отдохнуть на море желательно, а потом уже все остальное. Я больше не мыслю категориями, я вообще не люблю мыслить категориями, что будет дальше. Дальше может быть все что угодно, да, поэтому в ноябре я тоже не думала, что я окажусь в КГБ, а потом на Володарку уеду. Поэтому никаких планов и долгосрочных нет. Есть краткосрочные, уехать сейчас в Минск, обнять дочку, побыть с друзьями, коллегами и просто всем сказать огромное спасибо за ту поддержку, которую мне все это время оказывали. Катя, у нас плохие новости, моря тоже нет уже. Моря нет? Ну, значит, будет сажалка в деревне. Я по этому поводу уже не привередлива, я абсолютно. Я уже ко всему, мне кажется, адаптирована. Катя, ты работала в судебной журналистике, много писала там, не знаю, про те же колонии. Вообще, когда ты на это уже на себе пережила, это как-то отличается от репортажей? Ну, просто когда ты журналист, ты многих моментов не знаешь, допустим, как происходит этап, как люди выезжают на суд. Нам кажется, что их привезли на суд и вот прямо перед судом, потом забирают. На самом деле это все очень длительный процесс, и, конечно, находиться внутри этого всего, это другие ощущения. А что было самым тяжелым вообще за все это время?
Но самое тяжелое то, что я не могу обнять своих близких. Вот именно из жизни за решеткой. И жизнь за решеткой тяжелая. Ну, послушайте, я, наверное, той журналист, чтобы найти общение со всеми, да, ну, как бы общий язык со всеми. Я общалась нормально и с теми, кто сидит за убийство, и за наркотики. Мы вместе даже танцевали, организовывали какие-то там танцевальный кружок небольшой. Поэтому с людьми у меня вообще проблем не возникало. Да, контингент совершенно разный. Ну, как бы на Володарке он один, на Жодино это вообще совершенно все другое. Но это те люди, которые живут тоже среди нас. Поэтому, то есть я знаю, что такие люди там существуют. Единственное, тяжелое то, что я вот как некурящий человек, когда в камере курит 12-14 человек, и я одна некурящая, ну, мне первое время было очень тяжело. Я ходила в медицинской повязке, ну, потому что с 6 утра и до 10, когда курят, то это не айс. А вот когда уже переехала в Гомель, здесь курят только на улице. И поэтому я прямо, заселившись в секцию, сказала: о, у вас не курят, ну классно, ну все вообще. Из сокамерников или по этапу, когда ты шла, тебя узнавали? Да, меня узнавали. Меня этапировали, когда с Володарки на Жодино ехал мальчик, я так понимаю, наверное, по политической статье. Он сразу спросил: Катя, ну типа, сколько вам дали? Я просто показала 6, и он такой: типа 6 лет. Я говорю: месяцы. Вот. Ну и, конечно, там сотрудники, которые этапировали, там тоже спрашивали: Борисевич, а вам когда там освобождаться? Ну, такое вот. Ну, и были читатели, которые там читали мои статьи, читали там, если к вам пришли. Были, ну, в общем, много было интересных людей. Герои были твои? Ну, я, допустим, писала про это дело, но лично про этого человека не писала. Ну, не знаю, насколько он мой герой. Возможно, да, герой. А сама ты с кем из известных была в камере? Я сидела с хорошими людьми. Я со студентами тоже в том числе сидела. С преподавателем Бугаиром. Мы провели вместе 4 месяца с Аллой Шарко. Ну, это то, что было на Володарке. Какое-то изменение моральное произошло за это время, за эти трудности, которые пришли? Ну, мне кажется, я теперь научилась на все безумные вещи смотреть спокойно. Сказать, что меня кто-то там сломал, или я стала другой, какой-то там в ноябре зашла одной, а вышла другой, я так не могу сказать. Ну, оказалось, к моему хорошему и большому удивлению, что я очень сильный человек, это было приятно. Плакала я первый раз, ну вот если так, чтобы сказать, это от радости. Через месяц, когда освободили одного уже на тот момент мне близкого человека. Да, вот это были первые слезы радости. Еще потом плакала, когда мне рисовала Алла Шарко открытки деревни. Ну, то есть я говорила: Алла, прекрати меня доводить до слез. Вот она мне нарисует деревню, и я уже сижу. Но это такие эмоции, так что, чтобы я там рыдала. У меня был момент, когда, может быть, я и хотела бы поплакать в первый день, да, но увидев в камере студентов 19 лет и этих детей там, у меня дочке 18, 19-20 лет, я поняла, что это не мой вариант, я плакать точно не буду. Вот, поэтому даже в тюрьме есть хорошие, можно даже сказать, иногда счастливые дни. Ну, это не потому, что тебе кто-то создает такие условия, да, это если ты хочешь получать хоть какое-то удовольствие в этой жизни, но она у тебя сейчас жизнь вот такая, то я брала максимум из того, что я могла взять. Сделала, мне там все смеялись, и на свободе все смеялись, когда я там капучино с каким-нибудь пластмассовым, как думали, круассаном, но он был настоящий, фотографировала. Там я тоже все с меня смеялись, я раскладывала открытки Италии, какие-нибудь там наклеечки, ставила кофеек. Ну, кофеек это просто кофе в такой алюминиевой кружке. Ну вот, и создавала какой-то там типа свой мир. И в этом мире, ну как бы, понимая, что я нахожусь в колонии, я просто видела людей, которые отрицали то, что они в колонии, и это очень тяжело все дается. Я понимала, что я нахожусь в колонии, но я понимала, что то, как я буду себя чувствовать, зависит только от меня. Поэтому танцы, песни и хорошее настроение у нас было всегда. То есть внутреннюю свободу тебе никто не смог дать? Да, внутреннюю точно никто. То есть, да, меня лишили свободы. Я достаточно много, ну, как бы, не могла там не видеть дочку, только первое свидание получила там через 3 месяца. Но внутренне я была свободным человеком всегда, я оставалась свободным человеком всегда. А где ты брала силы? Почему в Гомель перевели тогда? Никто ничего никому не объясняет. Как мне объяснили те, кто сидит, а это тоже там свои юристы, адвокаты, ну как свои юристы, адвокаты в кавычках, да, то есть те уже, кто там проходил через судимости.
что если суд дает лишение свободы, то должна я освобождаться. У меня справка, вот она у меня где-то в машине лежит, справка об освобождении, она должна быть выписана из колонии. То есть если бы это был арест, я могла бы его, допустим, в Жодино. Но в Жодино это был Всё, выходим.